Жизнь в наслегах непроста. Благо цивилизации до многих еще так и не дошли. И когда это станет возможным, никто точно не скажет. Жители деревень до сих пор топят печки дровами, пользуются привозной водой. Многие не имеют сотовой связи и интернета. Но в наслегах Ленского района ситуация стала понемногу меняться. И все это благодаря пристальному вниманию районных властей. Так, в прошлом году в селе Печенча появилась водоочистная станция. Ее производительность– 2 куба в сутки. Новая блочно-модульная конструкция снабжает жителей села свежей и чистой водой, которой у них до этого не было. У нас в нашем наследии были проблемы с водой, с питьевой. Раньше ну, питьевая вода с реки Нюи брали. А сейчас в этом году тоже районная администрация выделила нашему наследию 1 120 000. И за эти деньги мы установили модульный очиститель. И сейчас жители за литр полтора рубля покупают чистую воду, которую можно сразу пить из-под крана. Артем Капралов каждый вечер приходит за свежей и чистой водой, набирает с запасом. Ведь пока станция работает всего по несколько часов в день, вода, признается мужчина, очень вкусная и без запаха. А рады жители, что появилась у нас чистая вода. Вот удобно. Да, в любое время прийти можно воду набрать. Сложно было, с речки брали, а сейчас хорошо, что сделали такое. А Раиса Новгородова о водочной станции мечтала давно. Она коренная жительница села. Вспоминает, что проблема чистой воды стоит уже более полувека. Я с детства помню, как надо нам чистая вода. Каждый, кто приезжает, когда собрание, все стоят и говорят, нам воды надо, воды надо. И нынче уже, пожалуйста, есть эта вода с рек. Оказывается, очень хорошая, вкусная, как в городе продают. Я недавно пробовала. В селе проживает более 700 человек. До сих пор население обеспечивалось привозной водой, набранной из речки. По словам самих местных жителей, вода в деревне была очень плохого качества, мутная, с высоким содержанием железа. Но сегодня с появлением станции эта проблема решена. В этом году тоже районная администрация выделила нашему наследию 1 120 000. И за эти деньги мы установили модульный очиститель. И сейчас жители за литр полтора рубля покупают чистую воду, которую можно сразу пить из-под крана. Станция открывается в определенное время. Сельчане могут прийти и купить столько воды, сколько им необходимо. Люди довольны, говорят, чистая вода. Вот сейчас некоторые взяли лед, как всегда. И людей чуть мало, но думаем, летом будет нормально. К новой водочной станции была приобретена и новая водовозная машина. На нее районная администрация выделила 3 миллиона рублей. Еще 1 100 000 средства из бюджета наслега. Устранить цифровое неравенство. Такую задачу поставило правительство Российской Федерации. Для этого на территории всей страны реализуется федеральная программа по подключению к интернету всех сельских населенных пунктов. Якутия не стала исключением, и Ленский район в том числе. В прошлые 2 года была проведена магистраль оптоволокна до сел. Также сделан подвод к каждому дому за счет районной казны. Из города в село. Всемирная паутина раскинула свои сети по всем, даже самым отдаленным сельским населенным пунктам Ленского района. Магистральные линии оптоволокна от Ленска протянуты в каждый наслег. И в этом году завершаются последние этапы подключения частных домов к высокоскоростному интернету. Сегодня каждый печенчинец с нетерпением ждет этого важного события. В прошлом году здесь были подключены соцобъекты, благодаря чему в школе ученики могут использовать безграничную кладезь знаний и полезной информации интернет, различные обучающие сайты и программы. Такая глобальная работа проведена не без участия районной администрации. Только в прошлом году на эти цели было выделено свыше 14 миллионов рублей. Поэтому интернет в каждый сельский дом придет совершенно бесплатно. Благодаря работе районной администрации в этом году в нашем селе ведутся работы по установке GPON. Это позапрошлом году протянули оптоволокно до села и были подключены бюджетные учреждения. Из-за того, что Ростелекомовская линия была старая, ветхая, не все желающие могли подключиться к оптоволокну. И в этом году завершается работа по установке
джипона. Это до каждого дома будет протянуто оптоволокно, и все желающие будут подключены. Каждый житель, приобретая исключительно только необходимое внутридомовое оборудование для подключения, сможет стать обладателем высокоскоростного интернета, что сразу облегчит жизнь на селе. Не надо будет выезжать в город для выполнения каких-то элементарных платежей, подачи документов и других надобностей, которые можно реализовать посредством современной связи. В этом году мы заключили договор также с Ростелекомом, порядка 14 миллионов рублей из бюджета муниципального образования Ленский район выделено на эти цели, и оптоволокно будет заведено в каждый дом. Это у нас 10 поселений, есть заречные районы, те поселения, которые небольшие и где позволяет местность, там будет беспроводной широкополосный доступ, так называемая технология, но это никак на качество связи не повлияет. А в остальные по технологии GPON, это то есть именно оптоволоконная линия связи будет. Также желающие смогут подключить Wi-Fi, интерактивное телевидение. В остальных населенных пунктах, как и Бичинче, подходит к завершению подвод оптоволокна к домам. Практически все поселения охвачены, за исключением труднодоступных. Это Ярославский, Хамра и Талон. Мы направили заявку по федеральной программе. Это вот до небольшие населенные пункты, до 100 человек. Сейчас там будем устанавливать вышки сотовой связи. И сразу будем решать вопрос по усилению 4G формата, что было. По Талону мы решаем вопрос тоже. В принципе, в следующем году, наверное, начнем строительство. Там с линией тоже Сургутнефтегаза. Благодаря появлению высокоскоростного интернета в Бичинче открылся первый сельский кинотеатр. Каждая пятница в кино. Такое завершение рабочей недели теперь обещает быть у бичинчинцев. В пятницу будет уже премьера у нас кинофильма «Черное золото». Вот, и у нас как бы открывается уже кинотеатр в селе. Это в Ленске будет первый договорник. То есть в селе никого нету, походу, Сахапельман договорников. Говорили, мы первый, получается. Раньше, чтобы посмотреть кино, жители Наслега ездили в город. Теперь кинотеатр прямо возле дома. Здание клуба реконструировали и закупили необходимое оборудование. Надо добавить, что оно приобретено исключительно за счет средств местного бюджета. Интернет уже есть, как бы уже 5G. И вот то, что надо нам, онлайн-учение, онлайн-мастер-классы, посещаемость сайта, все, что связано с интернетом, уже все работает нормально, доволен. На оборудование было затрачено около 500 тысяч рублей. На них приобретен современный экран, установлена хорошая акустическая система. Говорят, я всегда отличался от других детей. Все, что попадало мне в руки, я пытался разобрать. Мне было интересно, что там внутри. Уже все, уже готово. Да, интернет-соединение есть. Уже почему бы и нет, чтобы жители дальнего села посмотрели кинотеатр почти как премьера якутских фильмов. С нетерпением ждали открытия кинотеатра местные жители. Их сегодня на Слеге 700 человек. Среди них немало молодежи. Татьяна Попова проживает в селе Бичинча всю жизнь. Девушка рассказывает, что кинотеатра у них никогда не было. Поэтому его открытие стало событием значимым. Мы так рады, что у нас появился показ. С пятницы у нас начинаются премьеры. И мы не будем искать в интернете, во-первых. Во-вторых, есть чем заняться, дома же всегда тоска. На пятничную премьеру вы, конечно же, собираетесь. Конечно, всей семьей придем, посмотрим. Билет в кинотеатр стоит 250 рублей, как для взрослых, так и для детей. По словам директора клуба, подписан договор с Саха-кино, и новинки якутских фильмов теперь жители Бичинчи смогут смотреть день в день со всей республикой. Ленская районная администрация на протяжении многих лет поддерживает сельхозтоваропроизводителей. В прошлом году было выделено 15 миллионов рублей на помощь организованным сельским хозяйствам. Анжелика Новгородова – руководитель кооператива «Артык» в селе Бичинча. Ее предприятие одним из первых получило поддержку из местного бюджета. Девушка рассказывает, что изменения, произошедшие в прошлом году в правилах республиканского субсидирования, сильно отразились на их кооперативе. Они потеряли ощутимую часть дохода на поголовье. Мы потеряли часть дохода в размере 5 миллионов рублей. Но в ноябре этого года
Нас обрадовала новость о том, что вот районная администрация решила из районного бюджета выделить за поголовье коров 35 тысяч рублей за одну голову. И у нас появилась возможность приобрести дополнительные корма. В прошлом году за счет средств районного бюджета кооператив построил силосную траншею на 300 тонн, а в этом году сенохранилище на 1000 тонн. Помимо республиканской субсидии, молокосдатчики, которыми и является кооператив «Артык», получают дотацию с районного бюджета в размере 20 рублей за литр молока. Раиса Семеновна работает на предприятии с его основания и рассказывает, что такого не было никогда. Второй год мы сдаем молоко за 80 рублей. 20 рублей район платит, а некоторые районы Якутии нам завидуют. И каждый год эту технику получаем. Они 80% или сколько-то они платят, остальное мы платим. Это большая помощь. Сегодня поддержке товаросельхозпроизводителей в районе уделяется огромное внимание. В этом году выделено около 40 миллионов рублей на помощь организованным сельским хозяйствам. У нас порядка 24 миллионов было выделено за литр молока, да, у нас в размере 20 рублей за литр, и где-то порядка 14 миллионов на поголовье. Такая политика, именно поддержка сельского хозяйства у нас идет уже второй год подряд. Строятся коровники. В этом году мы ввели новый молочный цех в селе Батамай, начали выпускать сырную продукцию. В следующем году будем открывать новый коровник в селе Артанахара. И вот такая поддержка идет. Такие меры принимаются для того, чтобы повысить уровень производства молочной продукции. С начала этого года уже переработано более 1000 тонн молока, а население имеет возможность приобретать экологически чистую и полюбившуюся уже всем продукцию. Табунное коневодство в Ленском районе сегодня на подъеме. Районные власти делают большую ставку именно на эту отрасль сельского хозяйства. С прошлого года Ленский район вошел в группу сельскохозяйственных районов, и упор на развитие этой сферы деятельности стал более колоссальным. Большую финансовую поддержку из казны района получает ведущее сельскохозяйственное предприятие «Батамайское», на базе которого производится молочная и мясная продукция. Но помимо говяжьего мяса есть потребность и в конине. Поэтому сегодня районные власти озадачены разведением коней. Большие табуны уже имеются в Чемче, Бичинче, Артанахаре, Южной Нюе. В этом году планируется организовать в Натуре. Там есть пастбища для выпаса лошадей и много посевных площадей. А также предполагается задействовать бывшее частное подсобное хозяйство в Джербе. Наш местный предприниматель Башинский Сергей, который занимался на Джербе, тоже, скажем, сельским хозяйством, на сегодняшний день он после инсульта отказался заниматься и там свое хозяйство закрывает. Соответственно, если он там уйдет оттуда, на базе той же, на Жербе мы организуем то же самое. Наше районное табунное тоже хозяйство большое. Говядина, мы потребности мяса у себя никак не закроем, да, и такого объема не хватит, скажем. Если потребности мясной продукции можно только за счет табунного коневодства покрыть. Сегодня поселение Ленского района начинает развиваться хорошими темпами. Но одного желания главы района сделать жизнь сельчан лучше мало. Должны и сами жители наслегов стремиться улучшать качество своей жизни. Но пока это желание пришло далеко не ко всем. У нас сегодня в поселке потихоньку начинает оживать, начинает заниматься. И хотел бы сегодняшний день, но у нас хронически не хватает средств, да, скажем, именно рабочих рук не хватает. В поселениях вроде бы мы, наверное, за эти последние 20 лет людей отучили от работы, на самом деле. Сегодняшний день, как начинается уборочная страда в наших поселках, просто людей негде брать. В этом году, насколько я понимаю, даже в Южной некоторые поля остались невыкопанные, картошка в земле, потому что просто, хронически не было людей. На самом деле, эта проблема есть, надо будет, наверное, этот вопрос уже думать, ставить. Завершить репортаж хочется позитивной нотой. Бичинча – один из населенных пунктов Ленского района, который активно развивается. Здесь внедрение благ цивилизации идет быстрее, чем в других наслегах. Конечно, благодаря активности и заинтересованности самого главы наслега. Ростислав Нагородов и его команда специалистов принимают участие во всех проводимых конкурсах, грантах, опросах, во всех тех необходимых процедурах, которые помогут получить средства на реализацию задуманных идей для развития своего села.